В начале октября аграрии Коми уже смело говорят об итогах и рекордах года. На сыктывкарских и сысольских полях небывалый урожай капусты. Картошки почти повсеместно хоть завались, несмотря на влажное лето, и кормозаготовительную кампанию уже назвали удачной. А что на сельских строительных площадках? Виктория Палкина начала было за упокой, но закончила за здравие. Закончить реконструкцию фермы в межадарском хозяйстве намеревались еще в прошлом году. Но на дворе октябрь 2015-го, а работы здесь все еще кипят. Кто-то доделывает стены, кто-то монтирует современное оборудование. О торжественном новоселье здесь не говорят. Успеть бы животных завести под крышу до морозов. В общей сложности на реконструкцию этой фермы понадобилось больше 2 лет. Здание без окон, без дверей постепенно превращается в современное помещение для содержания животных. Только на оборудование хозяйство потратило 50 миллионов рублей. Ремонт фермы шел параллельно с кормозаготовительной компанией. Люди работали на износ, рассказывает директор хозяйства Татьяна Костылева. Казалось бы, на площадке должны трудиться строители, но все они, как назло, были безответственными. Практически вот с мая месяца, вообще все работают без выходных, и до 8, и до 9. Это, конечно, может быть не очень хорошо, но у нас нет иного выхода, потому что вот по этой ферме, допустим, строители уже вторые нас подставили. То есть первые своих обязательств не выполнили, и вторые, в общем-то, ничего не смогли сделать. Опаздывают и не делают. Вот потом делают своими силами. Для себя кто? Для себя, конечно, лучше сделаешь. Вот сейчас на помощь поставщику современного оборудования пришли работники хозяйства. В деле монтажа дорогостоящей техники, как оказалось, наши разбираются не хуже обученных людей. К тому же так хоть немного увеличивается скорость работы, а сегодня здесь каждая минута на счету. Установка стойлого оборудования произошла, системы навоза удаления, поилки поставили, сейчас ставим роботов-дуэров. Специалисты делают свою работу, поэтому каким-то образом вот так вот разделились, каждый выполняет свое дело, в итоге думаю, что все должно запуститься, все должно начать работать. Современные роботы-дойеры помогут установить хозяйству новые рекорды по удоям, уверены аграрии. В следующем году здесь планируют выйти на 7000-тысячные показатели. Пока же радуются даже маленьким успехам. Запустили тут телят 2 дня назад сюда, вот это где-то буквально там часика 2 такое полное счастье абсолютное, что вот такие условия у них замечательные. Тут все же фермы у нас 70-х годов, и вот здесь вот единственное, где вот условия для животных действительно созданы хорошие. 2 часа счастья, а потом опять все по новой. До первых минут счастья осталось совсем немного и фермеру Петруку. Глава начинающего крестьянско-фермерского хозяйства из Вотчи Сысольского района тоже взялся за реконструкцию старых помещений. Правда, здесь объемы поскромнее. Ферма рассчитана на 100 голов. Через неделю сюда должно зайти дойное стадо. Работы начались в августе, как только Денис Петрук получил грант. Много времени ушло на доставку материалов. У меня нестандартная крыша, то есть не вот на металлоконструкции, где есть эти вот листы, профнастил, они 6 метров, а у меня 7. И это сделали спецзаказ, туда пока привезли, и потом уже сюда доставили. Денис Петрук собирается замахнуться и на строительство. В перспективе здесь должна появиться новая ферма еще на 100 голов. Но возведение не началось, а у агрария уже проблемы. Банки не спешат давать кредиты начинающему фермеру. Казалось бы, всего-то 200 тысяч рублей. Но нет, отказали в 3 крупных банках. Хотя работаю уже больше года, я показал все свои документы, все, в общем, и книга расходов доходов показал, что у меня все хорошо, налоги плачу вовремя, все, не знаю, отказали и все. На несговорчивых банкиров сетуют даже крупные хозяйства. В Прилузском районе идет глобальная стройка. К 2017-му здесь появится инновационный животноводческий комплекс на 1200 коров. Проект оценивается почти в 600 миллионов рублей. Чтобы максимально удешевить строительные работы, хозяйство закупило специальную технику в кредит. Только вот брать его пришлось в соседней Кировской области. Здесь где-то месяца 2 мы ружили, поехали туда, технику, пожалуйста. Мы получили, Галина Васильевна у меня получила за 3 дня 10 миллионов. Мы уже с ними рассчитали. Сейчас с проблемой разбирается правительство Коми. В самом хозяйстве подготовили документы на возмещение части затрат из республиканской казны. Правда, сумма не превысит 20 миллионов рублей. Но есть еще и федеральный бюджет. Москва вряд ли оставит без поддержки этот инновационный проект, уверены в Минсельхозпроде региона. По всем своим критериям этот объект может претендовать на 20% возмещения федеральные деньги.
Но там есть одно условие – после его завершения. Не без трудностей строятся и овощехранилища в Сыктывкаре. Первый этап возведения современного комплекса должны были закончить к концу сентября. Но отставание от графика пошло с самого начала. Строители приступили к работам на месяц позже. Когда здесь были дожди, вот, так скажем, работать могла только гусеничная техника. То есть подъездные пути, хотя они и были сделаны, вот, они все равно полностью загрузить колесную технику было трудновато. Но единственное, что хорошо, здесь проветривается довольно-таки быстро. То есть где-то если с утра прошел дождь, то к обеду здесь практически уже сухо. Впрочем, уверяют строители, эти холода второй хлеб перезимуют уже в комфортных условиях. Автоматизированный комплекс позволит сохранить высокое качество клубней на долгие месяцы. А современное фасовочное оборудование сделает наш картофель конкурентоспособным. На сегодня мы арендуем картофелехранилище Вежье. Вот, это очень невыгодно, потому что очень плохая логистика. Это около 20 километров надо возить туда, потом обратно возить. Значит, поэтому вот сейчас эта проблема разрешается. Общая сумма проекта – 50 миллионов рублей. Большую часть затрат сельхозпредприятию вернет региональная казна в рамках поддержки инвестпроектов. Вот только точку в большой стройке поставят в следующем году. Уже тогда все помещения современного комплекса заработают в полную силу. Виктория Палкина, Павел Фетисов об итогах большого сельхозперевооружения, которое идет, но со скрипом.